Все с нетерпением ждут Новый год, ведь это еще один повод начать строить свое новое будущее. Утро Хакасии на телеканале «Россия-1». Сегодня с вами встречаю я, Полина Ефименко. Здравствуйте. Обмен опытом между поколениями. Как и в каком формате происходят такие встречи, расскажем через несколько секунд. А прежде коротко о главном. Правительство Хакасии и крупные энерго- и теплоснабжающие компании республики заключили договор о сотрудничестве. Речь идет о взаимодействии в случае возникновения ЧС в зимний период. В частности, урегулированы вопросы с запасами топлива, подготовкой техники и персонала. Производители Хакасии получили награды за победу и участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров». И поблагодарил лично глава республики Виктор Зимин. Дипломами отмечены более 30 представителей малого и среднего бизнеса Хакасии. Абаканцы собрали более 2000 подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Таковы итоги акции «Добрый декабрь», в которой приняло участие более 80 организаций города, а также неравнодушные жители республиканской столицы. Диалог на равных. Школьники, студенты и молодые профессионалы Хакасии стали участниками уникального события. Они напрямую смогли пообщаться с представителями республиканской власти и Хакасского государственного университета. Все это происходило в рамках первого в республике съезда молодежи. Как прошла беседа юных умов и опытных специалистов, в нашем следующем сюжете. Молодежное предпринимательство, молодежь и политика, эмоциональное выгорание на работе и разрешение конфликтов. Спикеры каждой из тематических площадок нацелены не только на то, чтобы донести информацию до слушателей, но и настроить их на диалог, открытый и без стеснений. Для старших школьников такие встречи особенно ценны в информационном и эмоциональном смысле. Многие из ребят впервые вот так на расстоянии вытянутой руки увидели губернатора, представителей министерств и ректората ХГУ. Было чему удивиться и чем заинтересоваться, и что записать в блокноты. Количество учебных корпусов, направления и количество мест. Есть медицинское образование. Диалог с уполномоченным по правам ребенка в Хакасии вызвал особый интерес у ребят. Говорилось в рамках съезда и о важности совместной работы родителей, общества и власти в создании комфортных условий жизни детей. Один из шагов в этом направлении – это подписание соглашения о сотрудничестве между Госкомитетом по делам молодежи Хакасии и уполномоченным по правам ребенка. Доступность и качество образования, здравоохранение, дружественное к детям, профилактика правонарушений, безнадзорности. То есть, в принципе, направление деятельности привычное, но мы стараемся, чтобы содержательная часть была направлена на то, чтобы права ребенка были, любого ребенка, защищены, чтобы была межведомственная комплексная работа. Работа предстоит плодотворная и продолжительная уже потому, что 2018 год официально в стране объявлен стартом десятилетия детства. Эта программа рассчитана до 2027 года и нацелена на совершенствование государственной политики в сфере защиты детей.